Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и здесь же в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о башкирских родах, и, как уже было неоднократно сказано, мы идем с запада на восток, и сегодня мы берем род Ельдяк. Да. Давайте традиционно скажем сначала территорию, которая как раз и обозначается родом Ельдяк. Род Ельдяк, он такой, в общем-то, интересный, находится в северо-западе исторического Башкортостана. Это как раз у нас значительная часть Дюртюлинского района, как раз сам город Дюртюли тоже стоит, в общем-то, на ельдякских вотчинах. Значительная часть Бураевского района, род Ельдяк. Восточная часть Илишевского района. Чекмагушский немножко захватывает. В общем, в той области находится этот род Ельдяк. Происхождение его очень интересно. Я считаю, что еще в свое время, когда наш патриарх этнографической науки Раиль Гумерович Кузеев пытался, в общем-то, определить, что это за название, непонятно, да, Ельдяк и так далее, откуда они, что такое. На основе анализа ТАМК он пришел к выводу, что это, в общем-то, отпочковавшиеся кипчаки, которые переселились в средние века с юга исторической Башкирии на северо-запад. А что это такое? Что это за анализ? Опишите его. У них тамги оказались такие же, как у кипчаков. Угу. Тамги. То есть, знаете, да, тавро, которое ставили тюркские, а до этого иранские народы древние, скифы, сарматские, в общем-то, знак собственности. Да. И тавро, значит, у них тамга оказалась, как у башкир родов, значит, Сарыш Кипчак, Кара Кипчак, Я Кипчак, это с юга Башкирии. Но я говорю, что тамги – это аргумент, но, на мой взгляд, не всегда он такой во-первых, убедительный, что ли. Никто не может дать гарантии, что какая-то идея, скажем так, дизайна его не могла повториться у одних и у других. Это может быть такое. Во-вторых, в конце концов, кому-то понравилось какое-то изображение, он решил его заимствовать. Да, и это... Конечно. Допустим, кружок, круг там какой-то, да, с палочкой, он всегда, так скажем, это универсальная графическая фигура, которую, в общем-то, легко можно каждый себе, так сказать, приписать. И так далее. Но здесь другое, в общем-то, более, скажем, веский аргумент. Дело в том, что на самом деле в Половецком поле, то, что мы называем Дэшти Кипчаком, или просто собирательно называем их кипчаками, на самом деле фиксируется по русским летописям племя с похожим названием. Значит, у нас Ельдяк, а там Ельтукове. Ельтук, то есть, это племя по-русски, значит, Ельтукове, то есть, ельтуковцы, они фиксируются и по русским летописям, и, в общем-то, я в соответствии по родовой номенклатуре мы находим, в общем-то, в источниках. Плюс у них у самих предания, у ельдяков остались, они вообще-то свой род, естественно, как раньше это было принято, родоплеменное название привязывали к имени конкретного какого-то человека. Всегда так это была такая мифологизация, мы знаем, да. Что был какой-то основатель рода. Да. Как, допустим, поляки и там чехи, да, у них легенда, что сначала был Лех, родоначальник поляков, и чех, его родной брат Лехи и чехи пошли, так сказать. В общем-то, такая универсаль общечеловеческая. А у них, значит, был якобы такой некий Ельдяк Тархан, который как раз с юга Башкирии переселился туда, поступил на службу, значит, Казанскому ханству, хану, это в первой половине XVI века. В общем-то, более или менее мы с происхождением ельдяков разобрались, и все-таки все склоняются, что это, в общем-то, от кипчаков они ушли. Хотя по своим генетическим параметрам они, в общем-то, отличаются от кипчаков. Это какая-то такая у них И2 гаплогруппа у кипчаков в основной массе, значит, R1A, то есть это как бы разные генетические. Но Дэшти Кипчак, это ведь не нужно думать, что это кипчаки. Это очень собирательное название, как Половецкое поле, просто так. А там на самом деле... Так же, как и состоял монголо-татары, они как минимум совершенно другой имеется в виду, что мы сегодня называем. Да, и там, в общем-то, все это разнородный такой винегрет, там был и кто угодно. К сожалению, у ельдяков не сохранилось такого мощного шажире родового, да, который бы отражал какие-то их этапы истории до присоединения к русскому государству. Допустим, как это есть у табынцев, есть у кипчаков, у бурзян и так далее. Но тем не менее, у минцев и у урматынцев и так далее. Но я уверен, что это было, но поскольку я же говорю, что они жили на северо-западе, а на северо-западе, в общем-то, очень давно уже перестали вести этот всаднический тип
образ жизни утратили, а вот когда происходит утрата, происходит переход вот к иному образу жизни, происходит вот как раз утрата вот таких вещей, как шежире. Все-таки шежире – это такая вещь, которая почему-то вот сохранилась у кочевников, или если не кочевников, то вот этнических групп, которые вот вели вот такой всаднический военный образ жизни. Почему? Потому что это было как раз вот таким юридическим документом, доказывающим то, что вот они произошли вот от кого-то там, от какого-то знаменитого человека. Право собственности, право власти и так далее. На землю и так далее. Поэтому это, в общем-то, закономерно. Я уверен, что у них было, но потом все это было утрачено. Пока мы далеко не ушли, я вот спрошу про род Буре-Ельдяк. Это тоже самый род, просто подразделение или это отдельный род? Это подразделение. Буре-Ельдяк у них, вот, кстати, они взяли за вот Бураевский район, где сейчас вот, само Бураево, самое крупное ельдякское село. Вот райцентр, сначала было это ельдякская деревня Бураево, потом она сейчас разрослась, стала райцентром и дало название Бураевскому району. Вот как раз они взяли за основу герб Бураевского района, там волк нарисован такой, значит, подразделение Буре-Ельдяк. И вот они поместили 4 тамги 4 башкирских родов, которые проживают на территории Бураевского района. Вот одна из тамг вот как раз принадлежит роду Ельдяк. Ну, а говоря об экономике этого рода, что известно, вот, начиная со средних веков и до начала, в общем, 20 века? По вот источникам, которые мы имеем по Ельдякам, а мы вот самые ранние имеем где-то 30-е годы 17 века, вот все это самое раннее, что вот нам удалось найти, довольно-таки древний, да, вот даже по американским масштабам это вообще там какая-то древность, да, 30-е годы 17 века. Ну да. Они все-таки какой-то народ был такого, все-таки военного, такого всаднического характера, поскольку вот они до 1637 года находились в измене. В измене, то есть, как бы не хотели приносить повинность, значит, московскому царю, находились с Кучумовичем по Сибири, значит, вместе были в числе его поддерживающих. Нанимались в то войско, да, в сибирское? Ну, не то, что нанимались, это, я думаю, просто это было, так скажем, вот именно такая феодальная традиция верности, вассала, в общем-то, своему сюзерену. И вот они где-то в Сибири там вместе с ними ходили, и, в общем-то, воевали. Потом, вот, видимо, уже устали от этих войн, вернулись на родину. Вот, и потом документ сохранился, просили, чтобы им вот их вотчины пока не отсутствовали, там, в общем-то, другие роды уже начали зариться на их землю, и вот они начали просить, чтобы вернули землю. И удивительная вещь, они говорят, просят по реке Белой, вот верните нам по реке Белой, там, вот там песок там какой-то там, поскольку мы ловим рыбу. То есть, это из документов мы видим, что они были вот как раз вот в районе Дюртюлей, вот там такие огромные песочные такие эти песчаные, вернее, вот такие пляжи, и там, видимо, были удобные места для рыболовства, и получается, что они вот важнейшим, скажем, их промыслом вот именно было рыболовство, в отличие от других, скажем, башкирских родов, да, которые... Хотя там и названия некоторые связаны с рыбалкой. Да, хотя и так, да, вот. А это вот это удивительно. Они были рыболовами, плюс уже в более близкие для нас времена, уже в 19 веке они очень мощно занимались земледелием, и вот даже вот если вы приедете в Бураево, вам обязательно покажут дом местной знаменитости Шарафи Хамидов или Шарафи Бай. Был такой у них, вот он жил в райцентре Бураева, вот его дом остался. Вот он занимался, у него несколько было хлебных пристаней, вот он выращивал хлеб, и вот на баржах все это куда-то свозил, и даже такую байку рассказывают, что когда коммунисты пришли, в общем-то, реквизировать хлеб, он несколько барж потопил. Как-то ему удалось, в общем, потопил. А потом, когда как раз ушли, он отвязал эти грузила, и эти баржи всплыли. Вот. И муки ничего не было. Но вы же сами знаете, если в мука попадает, просто она покрывается вот этой пленкой, и все, а внутри-то она остается сухой. И вот якобы несколько вот таких барж он где-то там под водой запрятан. Вот. Ну, вот если говорить об этнониме, вы уже сказали, что сами они ведут от имени какого-то. Но есть ли какие-то другие версии происхождения этого этнонима, ну, которые бы попытались перевести или дать какое-то значение этому слову? Нет, там никак не переводится. Там единственное то, что понятно, что какой-то древний, видимо, возможный антропоним, последняя, значит, частица дяк, да, там Буздяк. А Буздяк, мы знаем, значит, это имя как раз вот другой род, о котором будем рассказывать, старшина рода Канглы. Вот Буздяк и Шимбетов, да, и так далее. Это имя. И здесь тоже Ельдяк, в общем-то, просто какой-то элемент антропонимический. И единственное, что... Но я хотел бы вот коснуться вот их, скажем, знаменитых людей. Вот как раз я начал говорить о Шарафе Хамидове. Да. Вот в 18 году, вот если вы знаете, когда, вернее, в 17 году, когда была провозглашена башкирская автономия в пределах вот Малой Башкирии пока, вот, то есть южная часть и восточная, юго-восточная часть Башкортостана, в общем-то, основные вот северо-западные Башкирии
пока, в общем-то, не входила в провозглашенную Башкирскую республику. И вот Бураевский, значит, как раз в 18 году самопровозгласился Бураевский кантон, Башкирский кантон, подняли восстание против советской власти, и вот они, бураевцы, провозгласили себя частью Башкирской республики. И, в общем-то, с них, можно сказать, они были застрельщиками вот этого движения за присоединение башкирских властей Уфимской губернии к Малой Башкирии. В общем-то, сейчас вот такое расхожее мнение, вот там большевики взяли, присоединили там Уфимскую губернию вот к Малой Башкирии, и не надо было это делать. В общем-то, это не соответствует действительности. Было мощное движение, вот такое движение как раз вот Башкиро-Уфимской губернии. Сами, в общем-то, требовали присоединения к Малой Башкирии. А потом, когда уже в 2020 году вспыхнуло так называемое Вилочное восстание, или восстание «Черный орел» против большевиков, там вообще было как раз шло под лозунгом присоединения. И вот одним из руководителей этого движения в 18 году, который провозгласил Бураевский и Башкирский автономный кантон, вот он такой анклавный, посмотрите, где Бураев, где Малая Башкирия, в общем-то. И как раз этот был Шарафи Хамидов. Вот этот местный такой магнат, хлебный торговец хлеба, который жил в Бураево. В годы гражданской войны, уже или в 20-х годах где-то, он эмигрировал в Турцию, сначала в Китай, потом в Турцию. В общем, и все его сейчас потомки живут где-то в Турции. Но они часто приезжают в Бураево. Да, вот. То есть не теряют связи? Нет, не теряют, да. Вот это местная знаменитость Бураевского рая. Но еще самый-самый, наверное, знаменитый, так скажем, ельдяковец, башкир Ельдяк, это Муса Гореев. Это, значит, самый выдающийся, значит, наш воин времен Отечественной войны, Великой Отечественной войны, дважды герой Советского Союза, просто таких, чтобы дважды герой, такого во всем Урало-Поволжском регионе нет, он единственный. Вот, ну, и тем более в Башкирии, я считаю, что это самый прославленный воин. Вот он из деревни родом Илякшеде, это Илишевский район, как раз вот там несколько деревень башкир-ельдяковцев, Илякшеде, Бешкурай, ну и так далее, там, значит, как раз находится на территории Илишевского района. Ну, из современных можно назвать, допустим, нашего премьер-министра Рустема Хабибовича Марданова, который из деревни Назитамак, это в Дюртюлинском районе, это как раз ельдякская деревня, и вот в своей книге как раз вот мы приводим метрическую запись о рождении его деда Мардана Абдуллина, который, в общем-то, был основоположником фамилии Мардановых. Мы сказали, что у нас первые документы – это первая половина 17 века. Да. Значит, скорее всего, это те самые грамоты, да? Нет, нету не грамоты. В том-то и дело, что вот грамоты не дошли, к сожалению. А просто вот они обращались к царю, вот, значит, вот, с челобитной. Это челобитные. В общем-то, они просили, вот, почему там на нашей земле там кто-то заходит. Но если они обращались с челобитными, значит, грамоты у них были? Грамоты, естественно, были. Это, безусловно, значит, при присоединении к русскому государству, а я же говорю, присоединение шло, в общем-то, сепаратно, да, то есть каждый род отдельно присягал и так далее. И потом при каждой смене, при каждом приходе нового государя всегда, значит, представители родов ехали в Москву и присягали. Вот мы как раз, да, обращаем внимание на то, что каждый род присягал отдельно, каждый род отдельно такую грамоту получал. А насколько это были типовые документы? Или с каждым родом соглашения писались заново и какие-то новые условия и так далее? Ну, во-первых, надо сказать, что башкирами ведал посольский приказ. То есть, понимаете, да, что это такое? Конечно. Это, то есть, они считались как иностранные граждане. Это посольский приказ, то есть, это не как присоединенное Казанское царство там, или Астраханское или так далее, которые уже считались уже прямыми холопами. Присоединенные слишком мягко. Ну, да. Ну, завоеванные, ну, не суть, в общем-то. Вот. У Башкирии немножко был другой статус, договорной статус, и, в общем-то, ими ведал посольский приказ. И в посольском приказе вот и дьяки сидели. Мы говорим о 17 веке. Да, 17 веке, начале 17 века, когда вот выдавались вот эти оберегательные грамоты там, или что-то. Вот там вся поднималась вот эта переписка. И, естественно, с каждым родом, возвращаясь к вопросу, не было такого типового какого-то договора. Все там было индивидуально. Там смотрелось, как они себя вели там, значит, по отношению к Кучумовичам и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые ведь роды в Урале вообще не получили вотчинного права за, так сказать, свое сотрудничество с ханом Кучумовым и Кучумовичами. Вот. Ну, потом, правда, им удалось уже ближе к 18 веку все это обратно получить. К ним было довольно суровое отношение, и с каждым родом, я повторяюсь, в общем-то, все было индивидуально. Тогда я вот что хочу понять. Если мы говорим о 16-17 веке, внутриродовое администрирование было какое-то или нет? То есть, до подписания договоров и после подписания, да, вот этих грамот точнее, как они делились? На какие внутри подразделения делился род? Ну, вот этот вопрос
в общем-то, на самом деле плохо изученный. И как раз вот у нас много упреков. Вот выслушиваем от московских коллег, вот, мол, почему вот вы не занимаетесь там вообще башкирским обществом. Вот занялся вот у нас доктор исторических наук Булат Ахмерович Азнабаев, наш, в общем-то, ведущий специалист вот как раз по 17-18 веках. Вот он занялся. Там было довольно-таки сложно. Вот мы даже видим по титулатуре, там как назывался глава рода, да? Вот тоже вот вопрос. Мы же старшины-то пошли уже во второй половине 18 века, а до этого как? Скажем, а в туземных источниках, то есть местных источниках мы видим, что глава рода назывался, вернее, волость Ага назывался. Вот, и они так, там, Улус или Иляу Агаларе, то есть, значит, главы властей, внутри существовали дуваны, существовали, как была должность, мы видим дуваны. Внутри каждой волости дуван. Что такое дуван? У казаков есть выражение дуван-дуване, делить награбленное, да? А здесь, значит, дуван вообще и в любых ханствах, и в любых вот таких обществах всаднического типа занимался какими-то хозяйственными и даже дипломатическими вопросами. Дуваны были, понятное дело, какие-то представители духовенства. То есть, мы видим, внутреннее там было такое, значит... А территориально? Вот, например, понятие Аймак, она когда появилась? Аймак, оно, понимаете, оно всегда это было. Иль, Иляу, Улос, это все это слова-синонимы. Они выражают одно и то же. Территориально-родовую единицу. Но в этих грамотах зафиксированы эти понятия? Да, конечно. Вот. В грамотах они зафиксированы, вот, и территориальные границы Аймаков тоже зафиксированы? Они в русских документах, да, зафиксированы. И они называются там Аймаками? Вы знаете, вот самый распространенный, допустим, я же говорю, в источниках туземного, то есть местного автохтонного характера, Иляу называется. Иляу. Иляу. Иль или Иляу. Вот. А в русских источниках просто называется все властями. Такой термин применялся в волость. Просто когда это уже стало частью Оренбургской губернии, да, если я правильно понимаю, то там был произведен довольно большой труд в топографии Рычкова, да, зафиксировать все эти территориальные... Да. Но и то он не все зафиксировал. Там честь и хвала Рычкову, то, что он записал, вот как раз в топографии Оренбургской губернии, он записал роспись башкирских родов. В целом он молодец, все отразил, конечно, но кое-что упустил, но это не его, так сказать, беда. Ну, объем, потому что работа гигантский, да, конечно. Огромный. И, во-первых, Башкирия какая была огромная, он там до каждого рода, там где-то в Урале, ну, там в Сибири, там, которые вплоть до Тюмени тогда не расселялись, это было очень сложно. Но даже то, что зафиксировал, это уже хорошо. Давайте подведем какое-то резюме под историей, скажем так, рода Ельдяк. Насколько это большой род, насколько он повлиял? Род довольно-таки большой, сыграл, в общем-то, я же говорю, такую довольно-таки выдающуюся роль в истории. То есть, один из самых важных моментов в истории рода Ельдяк – это как раз движение за присоединение к той Башкирии, которую принято называть Малой Башкирией, которая была они создана. Вот эту политическую роль сыграли в 20 веке, в общем-то, они значительную, довольно-таки видно. Вот. Ну и вот как раз, вот я же говорю, это вот самый, так сказать, бренд этого рода, это Мусагариев, конечно. Спасибо. Я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажирея». Сегодня мы говорили об истории рода Ельдяк. Спасибо.